лучше всех рассказываю и показываю сказки. Ой, сегодня я представлю вашему вниманию мою самую любимую историю. Щелкунчик и мышиный король. Итак, мы с вами переносимся в мастерскую игрушек непревзойденного мастера своего дела, господина Дроссельмейера.
сил. Ночи века, прекрасная жизнь на просторах молочных рек. Горы сахара тянутся ввысь, пудрой падает снег. Малина и карамель, зефир, пломбир, шоколад. Добро пожаловать домой, принцессы Пилипат, праздник пряников и трюфелей. Добро пожаловать на бал принцессы Пилипат, торжество сладкой жизни. Мышина требовала от всех подданных марципанового королевства, чтобы ее брата, мышиного короля, немедленно признали лучшим танцором на балу принцессы Пилипат. Да, какая наглость, но все лишь смеялись над его мышиными кривляниями и потерками. Ой, в отместку за то, что на балу мышиному королю не было выказано подобающих почестей, Мышильда наложила на принцессу Перлипат заклятие, лишила ее былой красоты. Принцесса была в отчаянии. Король Марципан и королева Услада горько плакали. Праздник был отменен. А на утро ко двору были вызваны два заграничных лекаря. Устремили взгляды вверх в небо, где летел огромный метеорит. Ну, конечно, Амадей. Ловким движением, одним ударом он расколол орешек, вынул ядрышко и передал его принцессе Перлипат. Она съела его, и случилось чудо! Чары рассеялись, и к ней мгновенно вернулась ее былая красота. Все ликовали! Король Марципан и королева Услада
были, конечно же, рады за свою дочь и горячо благодарили ее спасителя. Все аплодировали Амадею. И сама принцесса Кадлипат И тут, среди всеобщего веселья, ворвалась разъяренная Мужильда. Как Щелкунчик оказался в стране игрушек, Марии очень хотелось снова его увидеть. Но чтобы это осуществить, ей самой нужно было превратиться в куклу. Там очень понравилось. Она была счастлива, потому что они с Щелкунчиком снова встретились. Красота! А тем временем в логове мышиного короля тоже шло веселье. Вся мышиная стая праздновала день рождения его королевского величества, мышиного короля. Я готов за это брать.
Стоял тихий предновогодний вечер. Мария смотрела в окно и вспоминала свой сон. Она вспоминала короля марципана, королеву Сладу, принцессу Перлимпат. Метеорит, отколовшийся от планеты Крокотук. Вспоминала охранявших страну солдат, злого мышиного короля, коварную мышинду, и думала об отважном щелкунчике. Не бойся, боль пройдет, и рана заживет. Увидишь, мы еще станцуем вальс вдвоем. В кукольном дворце на золотом крыльце мы будем слушать серенады певчих птиц. Серебряный призер чемпионата России, мастер спорта России Сергей... Сережа. Сергей Липов! В роли мамы и папы, короля и королевы, супругов Полетели, победители и призеры Гран-при России Алина Вакуленко, Андрей Багин! А в роли сеструхи, в роли мышины, призер, а также победитель этапов Гран-при России, Кубка России, Ксения Гусина! В роли мышиного короля актер Московского государственного академического театра «Русская песня», четырехкратный чемпион мира, олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Даже шляпа у меня раскроилась, ладно. А в роли Марии еще хуже. Пятикратные чемпионы Европы, двукратные чемпионы мира, олимпийские чемпионы Татьяна Тасмянина, Максим Маринин. А режиссер-постановщик спектакля «Щелкунчик»
чемпион Европы и мира, призер Олимпийских игр Илья Авербух. Спасибо, Комаров! Вы также благодарны по-настоящему все вживую. Ваши аплодисменты нашим несравненным вокалистам. Итак, контррассказчик, артист Московского театра мюзикла Андрей Пляскин. Голос Марии, артистка театра нации Московского театра оперетты Анна Лукаянова. Голос Амадея, артист театра оперетты, а также театра Романов Арена Андрей Борисов. Танцевальный коллектив под руководством Дарьи Митиной. В роли Франца, тем юной звездочка фигурного катания, но кто знает, возможно, пройдет энное количество лет, и он станет настоящий. Христофор Кузнецов. Ледовый балет, ледовая симфония по руководству Марии Орловой. В роли лекаря, серебряный призер Пенска Москвы, участником призер всероссийских соревнований Дмитрий Новиков. Вау!